Вот, Иван Иванович, мы знаем давно про зимники, он вот, изменение, вот закон внесения изменения понятия автозимник очень давно ведется, но на сегодняшний день Госдума так и не принимает вот это понятие. А в нашем законе, республиканском законе, вот это понятие сезонных автомобильных дорог есть у нас в республиканском, а в федеральном законе нету. А вы там предложение было-то? Предложение было, да. Было, да? Но не принято. Не принимают. Да, потому что мы там предлагаем... А основная причина то, что не принимают в чем? Основная причина в том, что автозимники прокладываются по льду, например, да, по рекам. И как бы... Ну, в разное время. Да. В разном регионе. Да, Так, нет, по рекам и по сухопутному, да, например. А когда идет по сухопутному, там, в принципе, полоса отвода можем делать, потому что идет по земле. А где идет по реке, там документации невозможно, потому что лед тает, и летом вот это, документации нету. Отказ в основном в этом было. И мы же еще пытались сойти со соседними субъектами, вот Магаданская, Камчатка, Чукотка, у них тоже очень много зимников, Красноярский, Ямало-Ненецкий, они тоже предложения. Это проблема. Да, у них у всех такая проблема. А как вот надо консолидироваться, наверное, да, и, с субъектами, соседними субъектами, и вот этот вопрос до конца довести надо в федеральном уровне. Николай, я добавлю, почему Москва еще не воспринимает. Ну, Москва далеко от Арктических полуострова находится. Они за водный переправой считают вот небольшой отрезок, значит, переезда через реки, ручейки, там туда. Наша территория. А вот наша территория с вами сплошной водоем в Арктике. Поэтому у нас есть особая необходимость, а Москва как-то не понимает никак. Да. Вот это есть. И они считают вот то, что вот почему не включают, значит, вот автозимники переправы, значит, через реки. Они включают понятие искусственные сооружения. Искусственные сооружения или ледовые справа. А тогда все равно в этом вопросе надо заниматься. Да, надо заниматься. На сегодняшний день 9,5 тысяч автозимников регионального, это республиканского значения. На сегодняшний день, в прошлом году мы узаконили 700 километров, это которые идут по сухопутному. Например, вот Иван Иванович сказал же, Батагай-Сайдыр. У нас основной зимник идет по реке Яна, а для раннего открытия мы там делаем по сухопутному, по берегу, да, скажем так. И у нас там 3 ледовых переправы. И мы вот это наращивание делаем, или наращивание льда, или очистку от снега, чтобы намораживалось пораньше. И мы как бы тоже в Верхнеколымском районе тоже отказались от ледового автозимника, который идет по Колыме, и пошли по этим, по сухопутному автозимнику. В Абыйском районе и Усянском тоже в Абыйском районе мы тоже там дружина Кевергеня тоже уходим от ледового автозимника и делаем сухопутный автозимник. А когда уже вот лед, наращивание льда уже становится, мы уже пробиваем по льду. Потому что водители в основном любят ездить по льду, потому что там скорость хорошая, да, и там не болотистая, там долго, например, скорость у них нормальная, поэтому они любят. Даже если там 50, там до 100 километров протяженность больше, но они все равно любят ледовый обход. А когда для раннего открытия мы делаем на сухопутном. По Усянскому району мы тоже делаем объезды. Объезды делаем мы где вот перевалы, большие горы. Там зимой для автотранспорта с прицепом очень сложно подниматься и спускаться, там скользко, аварийные ситуации. И такой автозимник еще есть у нас казачьи, Ущкюга казачьи. Делаем по сухопутному в ноябре, а потом, когда лед нормально становится, в январе открываем по реке, по яме. Получается. А вот предложение по аэросаням, да, вот
Александр Николаевич тоже предлагал нам летом, да? Летом предлагал для этого Нижнеянска в этом году же по реке Яна маловодье, мало воды. Ну, сейчас уже нормально доставили, но вот этот вопрос был, и мы же хотели его до Нижнеянска доставить. Ну, а по обычному не получилось, да, у вас? Там с конкурсной документацией заявочника неправильно оформили, из этого загласили. Ну, все равно вот как уже прошло. Вы сами знаете, как эти сроки, все закупочные. Я думаю, да, ну, скоро должно получиться. Но там другие проблемы возникли, сахарские. Да. Синдикальной собственности. А, Ну, это потом отдельно скажу. Это те вопросы, которые задавал Иван Иванович, они тогда используются на самом деле так сейчас. какие? Ну, ваши работы, ну, я имею в виду вот те, которые сегодня он сказал. Да, вот, по большому, вот, как использовать типа водителей.